к нам в гости и на нашу конференцию прибыл глава Украинской Рады Руслан Стефанчук. Прошу поприветствовать нашего нового гостя. Конечно. Очень важно всем, кто сегодня принимает участие в этой конференции. Это очень важное событие. Но я хочу отметить одну вещь. Как бы и какую тему мы не затрагивали в любой международной конференции, все заключается и заканчивается и начинается войной между Украиной и Россией, российской агрессией. И поэтому даже те вопросы, которые вы ставили относительно Кавказа, вообще всеобщего кавказского движения, НАТО, и мы так назначили, но все равно сегодня все будущее не только украинского народа и народов Кавказа и других колонизированных народов, судьба всего человечества, цивилизованного человечества решается здесь, в Украине. И поэтому для нас, для чеченцев, с самого начала, с 2014 года, когда совершена была первая российская агрессия, это были не пустыми словами солидарность с Украиной. Мы обеспечивали и старались обеспечивать свое будущее. И сегодня вы должны понимать, каждый, кто сегодня защищает Украину, чеченцы, французы, англичане, азербайджанцы, они в первую очередь защищают себя. Себя и свое будущее, и будущее своих детей и потомков. И поэтому очень важно, все, что происходит сегодня в Украине, мы должны быть не просто сопричастны к этому, мы должны активно помогать и способствовать вооруженным силам Украины, которые здесь сегодня отражают российскую агрессию и борются за будущее цивилизованного мира. Поэтому НАТО, не НАТО, вот Украина есть и НАТО, и структура, которая может обеспечить гарантии и стабильность международному сообществу. Один раз чеченцы всему миру дали шанс на самом деле. В 1994 году, когда мы приняли весь удар на себя, и мы положили 300 тысяч населения гражданского, вдумайтесь в цифру, миллионная нация, по 30%, 42 тысячи детей, которые стали калеками и были убиты из этого числа. И вот поэтому наш опыт говорит нам о том, что если мы сегодня будем надеяться на что-то, и что можно какими-то переговорами, перемириями, можно остановить российскую агрессию, это будет величайшее заблуждение. Пока сохраняется эта страна в этих границах и с ее имперской идеологией, никакого будущего и стратегической безопасности международного сообщества просто надо забыть. Это обманывать себя, ничего более. Перемирие сегодня с Россией – это отложенная война на более жестких условиях. И, конечно же, сегодня мы понимаем, что происходит. И касаемо сегодня Украины и украинского народа. Да? Сегодня и мой друг, президент пан Ющенко и Михайло, все ответили один момент, что происходило с Украиной, и в какие годы, и что мы делали. Нужно дать четкую правовую оценку и оценку всему, что происходило. Первый президент Кравчук, что бы ни было, создал украинское государство. Следующий президент Виктор Андреевич Ющенко определил траекторию развития этого государства. И сегодня президент Зеленский отстаивает эту позицию, эту траекторию, этот путь развития украинского народа, который был определен. И поэтому мы все, кто сегодня желает и хочет победы над злом, должны стоять как один за украинским народом и помогать. И теперь касаемо нас, потому что время очень сжатое. Я хочу сказать еще, Украина, первое, во время нашей войны, украинцы пришли к нам на помощь. Их было мало, но они были. Мы очень благодарны. Чеченцы ответили тем же в 2014 году. Первыми, кто появился в поддержку украинцев, это были чеченцы. И также в международных делах и в отношении нашего статуса, политического статуса,
Именно Украина и украинские депутаты заявили о том, что Чечня оккупированная территория, тем самым признав факт нашей независимости. Мы вам признательны и благодарны. Но, я скажу но, потому что здесь сотни людей, которые не зашли, не пришли, которые находятся на позиции, они имеют огромные проблемы с идентификацией. Наши паспорта. Если вы сделали первый шаг, признали нас как нацию, которая находится под оккупацией, признайте наши паспорта. В 22 году, когда мы прибыли сюда, с нашими бойцами заключали контракты на основе наших паспортов, потому что враг стоял под Киевом. И тогда было неважно, кого мы представляем, Ичкерию или что-то. Но как только немного ситуация сгладилась, сегодня наших бойцов, наших сторонников, которые едут в Украину, из-за двух слов, которые у них стоят в паспорте РФ, часами держат на границе. 17 часов автобус с членами Государственного комитета деоккупации стоял на границе. Я просто вынужден об этом сказать, потому что вы здесь, и вы можете принять решение. Поэтому я заканчиваю свое выступление, потому что вы узнаете, почему я закончил сейчас. Олег, всего доброго. Всем спасибо. Слава Всевышнему. Победу Украины, свободу Кавказа. Просто искренне поблагодарить руководство Верховной Рады. Мероприятие, которое мы сегодня организовали, оно происходит именно благодаря тому, что вы сделали в 2022 году. Признав территорию Чеченской Республики оккупированной, вы тем самым дали шанс не только чеченцам и чеченскому народу поверить в свое будущее, что мир не до конца оглох их трагедии, и в том, что они переживают. Что у нас появилась сейчас возможность, что мы должны бороться вместе с вами. Еще раз спасибо вам большое. Прем'єр-міністре, шановні друзі, пане президенте, шановні колеги. Насамперед для мене справді є великою честю сьогодні бути тут. Тому що, як ви вже згадали, в 2022 році справді Верховна Рада прийняла унікальну постанову, і мені приємно, що моє прізвище стоїть автором номер 1, і далі дуже багато ще депутатів також об'єдналися навколо цієї теми. Тому що ми чітко усвідомлюємо, що Росія, вона може здійснити тільки одно – це жити на гнобленні інших народів. І ми чітко визнали це на рівні постанови Верховної Ради України, давши побажання, можливість і підтримку від українського парламенту щодо визвольних рухів народів, які окуповані, тимчасово окуповані Російською Федерацією. Окремо ми прийняли також і дуже багато інших справедливих рішень. Наприклад, коли я був на засіданні Великої Сімки в Японії, перед цим ми прийняли історичне рішення українського парламенту щодо долі Японських островів, які чомусь Росія також вважала своїми. Зараз у нас на розгляді ще низка закликів Верховної Ради щодо всіх народів Російської Федерації зняти з себе гніт, який споконвічно Росія підживлювала свою агресію і те, що вона здійснює до сих пір. Тому що війна, гніт, пораблення – це єдині речі, за рахунок чого Російська Федерація може жити. Тому для мене сьогодні велика честь, що я можу знаходитись тут, від імені Української Верховної Ради відзвітувати про те, що ми зробили для дуже багатьох народів, які прагнуть визволення і своєї долі. Окремо я дивлюся на голову Меджлісу, і ви знаєте, скільки ми робимо для того, щоб Крим повернувся до України. Наприклад, цього року ми вже будемо проводити 4-ті парламентські зібрання по Кримській платформі. Цього року ми будемо проводити в Стокгольмі. І вже домовились на наступний рік, воно буде проходити у Лондоні. Але я вірю, що буде той день, коли воно буде проходити і в Криму. Тому що для нас це дуже важливі речі. Окремо я хочу відмітити, що саме український парламент прийняв унікальні закони, які сьогодні є взірцями для, в тому числі, багатьох
країн Європейського Союзу, які стосуються і питань національних меншин, і 3 корінних народів, як окремий законодавчий акт, які проживають на території України. Тобто ми, як український парламент, засвідчуємо своє велике і поважливе ставлення до всіх народів, які існують і які борються за своє майбутнє. Тому що сьогодні Україна вимушена знаходитись на вістрі цієї боротьби. Сьогодні, на жаль, Україна бореться в страшній війні, але за демократію, за демократичні цінності. І я окремо хочу підкреслити, що в цій боротьбі пліч-опліч стоять не тільки етнічні українці, а стоять дуже багато представників інших народів, які борються разом з Україною за наше майбутнє. Тому ще раз я хочу подякувати. Для мене сьогодні велика честь бути тут. Для мене сьогодні велика честь бачити моїх колег, народних депутатів, з якими ми дуже багато зробили, і я переконаний, ще зробимо, для того, щоб кожен поневолений народ знав, що таке воля. Тому що воля – це наш український слоган, прототип, який зашифрований в одвічному гербі України ще з давніх давен. Воля – це суть нашого існування. Ми по-іншому не можемо, і ви по-іншому не можете. Тому дякую, в нас спільні цінності, в нас спільна мета, і значить буде спільна перемога. Дякую вам і слава Україні! Также я имею честь сегодня вручить высшую государственную награду главе Украинской Рады Руслану Стефанчуку. Постановление номер 38 от 30 октября 2025 года. Постановление. Немалый вклад внес председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в развитие международно-правовых инициатив, направленных на осуждение колониальной политики и актов геноцида, совершаемых Российской Федерацией против коренных и колонизированных народов. Под руководством Руслана Стефанчука Верховная Рада Украины приняла ряд исторических решений, имеющих принципиальное значение для защиты прав народов, пострадавших от российской колониальной имперской политики. В этом контексте поистине исторически является принятое Верховной Радой Украины 18 октября 2022 года постановление за номером 2679, в котором признана территория Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной и осудила действия России против чеченского народа как акт геноцида. Выразила поддержку права чеченскому народу на самоопределение и восстановление своей государственности. Это постановление стало первым официальным актом национального парламента, открыто признавшим колониальный и геноцидный характер российской политики в отношении чеченского народа на современном этапе и явилось важным прецедентом для других парламентов демократических стран. Исходя из вышеизложенного и учитывая выдающийся вклад Руслана Стефанчука в развитие международного права, защиту прав народа и укрепление международной антиколониальной солидарности, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет наградить Руслана Стефанчука, председателя Верховной Рады Украины, государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия, орденом «Рыцарь чести». Постановление Стефанчука. Я хочу щиро подякувати. Ця нагорода є для мене великою честю, але я дуже хочу цю честь розділити з народними депутатами України, які підтримали, з усім українським парламентом і усім українським народом, який сьогодні так само
поділяє всі ті перестороги і переживання і буде робити і далі. А для того, щоб Чеченська Республіка Ічкерія стала вільною, незалежною країною на мапі вільних. Вільною серед вільних, рівною серед рівних. Дякую і слава Україні! Слава Україні! За развитие дружественных отношений Чеченской Республики Ичкерия и Украины, за деятельное участие в совместном мероприятии, проводимом правительством Чеченской Республики Ичкерия, руководствуясь статьями 79, 80 и 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет наградить Михаила Подоляк, советника руководителя Офиса президента Украины, государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия орденом Я. Я переводится как достойный. Маленька ремарка. Давайте я, щоб мене зрозуміли всі наші чеченські друзі, я на певний час перейду на мертву мову, на російську, а потім повернусь до людської, легендарної української. Я просто акценты сразу расставлю. Безусловно, для меня большая честь получить награду правительства Чеченской Республики Ичкерия. Знаете почему? Первое, потому что это про вашу кровь. Вы первые встали на пути реанимации империи кровавой и заплатили величезную, гигантскую цену. Тысячи людей погибли, и мирных, и военных. Второе, это про ваше сердце. Мне больно об этом говорить, потому что мы поддержали Россию. Я хочу, чтобы вы помнили это в 1994 году. Но они, когда на нас Россия напала, пришли и стали рядом. Простили нас. Это говорит о духе. И это третье. Я думаю, что мы с Ахмедом будем стоять на свободной чеченской земле. Над нами будет флаг свободного государства Ичкерия. И в этот момент я буду верить, что Россия умерла. Только в этот момент. Тепер повернусь до правильної мови. Я хочу, щоб ви зрозуміли, російська вмерла, є тільки українська. За Україну, за героїв і за те, що ми точно в цю війну не програємо. І, до речі, ремарки. Ярослав, немає ніякої демократичної Росії і ніколи не буде. Росія не може бути демократичною, це зовсім інші принципи. Атоми. Російська мова не використовується навіть в Росії. Вони її не знають. Вони інтелектуально достатньо слабкі. Просто треба підштовхнути, щоб вони зникли за обрієм історії. Наградить государственной наградой Чеченской Республики Ичкерия депутата Верховной Рады Украины Олега Дунды орденом Дружбы народов. Дуже дякую, Ахмеде, але я вважаю, що це авансом. Авансом на майбутнє. Правительство Чеченской Республики Ичкерия, руководствуясь статьями 79, 80, 81 Конституции
Чеченской Республики Ичкерия постановляет наградить Марию Мезенцеву, депутата Верховной Рады Украины, Це велика честь. руководствуясь статьями 79, 80 и 81 Конституции Чеченской Республики Ичкерия, Кабинет министров постановляет наградить Людмилу Буйбиста, депутата орденом Дружбы народа. Правительство постановляет наградить Ярослава Юрчишина, депутата Верховной Рады Украины, орденом Ома Доттова. Дружба.